Игроки футбольного клуба «Уфа» вышли из отпуска. Накануне команда отправилась на первый межсезонный сбор, который пройдет в Турции. В дальний поход уфимских спортсменов проводила и наша съемочная группа. Надежно упаковать медикаменты и витамины. Придорожные хлопоты подходят к концу. Ничего бы не забыть, волнуется врачебный штаб команды. Не по себе и юному Булату Хайернасову. Своим усердием и трудолюбием 18-летний воспитанник уфимского футбола доказал тренерскому штабу Уфы, что его можно проверить в деле в условиях, приближенных к боевым. О первых сборах взрослой команды. Охота показать себя, доказать. Может попасть в команду, если возьмут, конечно. Закрепиться. Если не получится, то, дай бог, заиграть во второй команде, уже по второй лиге. Места в клубном автобусе заняли далеко не все футболисты башкирской команды. Остальные, в том числе и тренерская составляющая, присоединятся к вылетающим из Уфы уже в Первопрестольный. А пока есть время сделать важный звонок или просто помечтать на дорожку. Впереди у игроков тяжелая и кропотливая работа. И каждый будет ежедневно доказывать, что именно он сильнейший на своей позиции. Конкуренция – это всегда хорошо. Но я считаю, что настоящие звезды вырастают только когда ты конкурируешь с кем-то. Курчавая шевелюра высокого молодого человека сразу же выделяется в группе футболистов. Долгожданное возвращение в родной Башкортостан уроженца Стерлитамака Артура Валикаева происходит на наших глазах. Все трудовые взаимоотношения с ярославским шинником исчерпаны, и теперь на правах полноценного игрока футбольного клуба «Уфа» полузащитник делится своими ближайшими планами. Первый сбор обычно втягивающий. Думаю, потихоньку будем набирать форму. Слышал, много игр будет. Это тоже хорошо. Играть всегда приятнее, чем тренироваться. Удачно проведенная первая часть сезона позволяет надеяться, что наша команда не остановится на достигнутом. Но для этого необходимо заложить предигровой фундамент на сборах. До продолжения первенства остается ровно 2 важных для подготовки месяца. Максим Балобнов, Владислав Минязев, Валерий Габасов, Башкирское спутниковое телевидение.